Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале БСТ программа «Интервью». И сегодня наш гость – это 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Российской Федерации Рима Акбердиновна Баталова. Здравствуйте, Рима Акбердиновна. Рад вас приветствовать в нашей студии. Поводом для нашей беседы стало довольно знаковое событие вообще для башкирского спорта. В Уфе, в столице Башкортостана, прошло выездное заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. И впервые наш город, нашу республику посетил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Расскажите, пожалуйста, о заседании, собственно говоря, как оказалось вообще возможным, что оно прошло в Уфе, и какие основные темы на нем затрагивались. Да, еще раз хочу повторить, впервые в нашу республику выехал наш комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту. Если в том созыве у нас был, значит, комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму, сейчас комитет разделили, и поэтому только такое узкое направление наше, это только физкультура и спорт. И, конечно же, знаково для нашей республики это было впервые вообще Республика Башкортостан принял такое вот большое, скажем, совещание. На сегодняшний день это называется выездное совещание Комитета по физической культуре и спорту. Да, впервые приехал Олег Васильевич. Но, знаете, это, конечно же, пришлось много поработать для того, чтобы он к нам приехал. Он ни разу у нас не был. И председатель комитета у нас, Свечев Дмитрий, тоже никогда не был. И моя задача была именно их привести, показать свою республику, потому что республика наша спортивная. Действительно, она спортивная. Ведь за последние 3 года столько мы построили спортивных объектов, столько международных соревнований провели, несмотря на такое трудное положение, конечно, это пандемия. Также мы могли подготовить наших спортсменов, олимпийцев во время, опять же, этой пандемии, и они показали очень хороший результат. Поэтому я для себя решила, что первое заседание 8-го созыва это должно быть Уфа. И вот мы были здесь. Задачи какие поставлены были? Конечно же, это строительство спортивных объектов. Опять же могу сказать, ведь наша республика работает, вот 3-й созыв, в 1-м созыве, значит, это было строительство паралимпийского центра, который называется Центр спортивной подготовки Римы Баталовой. 2-й, значит, объект такой большой, мы в этом году будем сдавать в конце декабря, это гимнастический центр, дворец гимнастического спорта. Это тоже, знаете, большое такое событие. И, конечно же, вот приезжая сюда на комитет, знаете, с таким вот большим багажем. Это федеральный бюджет была вот строчка, которой я опять же работала 2 года, чтобы эта строчка появилась в бюджете. Это Международный центр спортивной борьбы. Выделено денег на 22, 23, 24 год 1 100 000 000 000. Вот с таким багажом мы сюда прилетели. Ну, конечно же, вопросы были о сельском спорте, потому что все наши ребята откуда приходят? В основном из сельской местности. Я и сама из сельской местности вышла. Поэтому, конечно же, это большой был такое, знаете, большое событие, то, что у нас пилотным вариантом мы начали, именно Республика Башкортостан, уже реализовать этот проект. Поэтому нам было что показать, нам было, знаете, чем похвастаться. И, конечно же, рассказали, и у нас соседи, Алтайский край, они тоже приезжали, значит, к нам и тоже говорили, как у них работает эта программа «Сельский спорт». Ну и, конечно же, эту программу мы ведем и на федеральном уровне. И большая работа тоже ведется. Я думаю, что на следующий год, где-то 22-23, все-таки мы тоже строчка появится в бюджете федеральном. Ну, конечно же, это же, вообще проект такой, знаете, большой, потому что в сельской местности можно тренеров туда привлечь. Но если не будет где заниматься и не будет условий создано, тогда и тренера не нужны. Понятно же, да? Ну, какое впечатление у коллег из Москвы вообще оставил Башкортостан именно в спортивном смысле, что говорил министр спорта, насколько они высоко оценивают работу здесь проводимую? Ну, оценка была дана очень высокая.
действительно очень высокая, есть понимание. Самое главное, понимание есть ведь у наших руководителей. Вот это, наверное, все-таки самое главное. Есть у нас капитаны команды нашей республики, это все-таки и правительство, и глава очень спортивный, да, у нас, Ради Фаритович. Поэтому нам как-то вот намного легче работать в этом смысле. Потому что есть понимание, и есть поддержка, и вместе с командой сразу мы включаемся в выделение вот этого федерального бюджета в республику. Поэтому оценка действительно очень была высокая. Также мы говорили о керлинге. Керлинг у нас как-то уже и позабыли, и, наверное, уже и, может быть, и не было. А председатель нашего комитета Свищев Дмитрий, он является президент Федерации керлинга. И, конечно же, мы решили, что здесь тоже в республике мы будем развивать этот вид спорта. Вы сказали о том, что из федерального бюджета будут выделены деньги на строительство центра борьбы. Скажите, к 2024 году ожидать уже его строительства? Да, уже будем завершать, кстати, к 450-летию города Уфы. И у нас, значит, выделено в 2022 году 300 миллионов, в 2023 300 миллионов и в 2024 году 500 миллионов рублей на это строительство. Ну, конечно, оно стоит, конечно, намного больше, скажем так, но это уже выделяет наша республика. Продолжая тему строительства спортивных объектов, какие еще могут появиться в ближайшее время помимо центра борьбы? Ну, вообще, почему спортивная борьба и дворец у нас появляется, почему это востребовано все-таки? Ведь у нас в школах преподают урок как раз спортивной борьбы. Это вот 3-й урок физкультуры, и в наших школах сейчас, более 100 школах преподается именно урок вот борьбы, да? И на следующий год мы уже думаем, что в республике откроется более 200 школ, уже будут преподавать наши физкультурники, уже будут преподавать уроки борьбы. Поэтому и уже, конечно, закономерно, что дворец должен появиться. Тем более, вы прекрасно знаете, после Олимпийских игр, да, большие соревнования прошли у нас здесь, в республике, да, первенство мира среди молодежи. И это для нас все-таки, наверное, культура, история нашей республики, это борьба, национальная борьба. Ну, видов борьбы вы прекрасно знаете, что очень много. Центр спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. Видите ли вы уже конкретные плоды работы этого спортивного объекта, если речь идет именно о результатах наших башкирских спортсменов? Ну, плоды, они ведь сами за себя говорят. Это медали на чемпионатах мира, Европы и, конечно же, олимпийских и параолимпийских играх. И вы знаете, вот каждый день, встречаясь с людьми, каждый, кого бы я не увидела, где бы я ни была, и каждый вот мне говорит о том, что спасибо, что у нас есть вот такой центр, потому что там занимаются не только спортсмены, там и люди приходят, они могут и поплавать, позаниматься. И, наверное, вот это, наверное, итог работы той, которой мы работаем и делаем для людей, для того, чтобы все-таки здоровая нация была. И, конечно, это же массовый спорт, это детский спорт. Дети уже начинают там заниматься. Это самое главное, наверное, все-таки для нас, чтобы здоровая нация, здоровая страна и здоровая республика была. А вы были относительно недавно выбраны в очередной созыв Государственной Думы. Расскажите о своих планах и задачах на предстоящий срок. Вы знаете, задачи, наверное, мы ставим каждый день, выполняем какую-то задачу, начиная на сегодняшний день, опять же, говорим о том, что сейчас вот работаем о проекте, о программе, значит, вот сельский тренер, сельский спорт. Но эти работы, они, знаете, она же не приходит вот сразу, и не сразу появляется эта строка в бюджете. Это же надо работать, это, знаете, трудные переговоры с руководством. Я для того, чтобы эта строка появилась, да, я сколько встречалась и Чернышенко, и с Силуановым встречалась, и с министром спорта, и уже когда министр спорта сам сюда приехал, когда сам увидел, он мне сказал, знаете, Римма, большое спасибо, что ты все-таки настояла на том, чтобы мы здесь провели вот это совещание. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому работа, она идет, и в дальнейшем у нас будет чемпионат мира по волейболу, да, будет проходить. Опять же, это же строительство дворца. Ну, работы очень много.
очень много, и я рада, что эта работа есть, потому что, значит, мы востребованы, значит, мы идем вперед, и наша республика спортивная говорит о том, что мы действительно спортивная республика. У вас есть фонд, который называется «Молодость нации». Расскажите о его работе в последнее время и какие предстоящие планы у вас. Ну, фонд уже работает с 2013 года, скоро нам уже 10 лет будет, как мы это работаем. А самое главное, фонд показывает результаты. Опять же, результаты нашего фонда, это, знаете, есть, значит, как вы все знаете, премия «Молодость нации», да, которую мы проводим каждый год. Вот из этой премии есть такая номинация, значит, передача там, спортсменов уже в сборную команду. Вот. И вы знаете, из нашего фонда, кому мы помогли, это ребята сегодня уже стали паралимпийскими чемпионами. Это Богдан Мозговой, да, это Анна Кришина, это, значит, Олег Николаев, и, ну, можно перечислить очень много, но уже более 10 человек у нас уже сборной команде. Но они начинали и старт брали как раз с нашего фонда. Мы им помогали где-то выезжать, когда только они начинали. Вы знаете, опять же могу сказать, ведь спортсменами не рождаются, им же становятся, чемпионами не рождаются, ими тоже становятся, да. Они же приходят совсем еще маленькие, которым надо вот показать и дать путевку в жизнь, спортивную именно. Вот они как раз и начинают вот с нашего фонда. Мы им помогаем. Может быть, не такими большими, может быть, шагами можем им помочь, но мы их как раз направляем на тот путь, который им уже, они потом уже идут по этому пути и завоевывают медали. Вот это самое, наверное, главное. Ну а на сегодняшний день у нас будет проходить, у нас есть такой проект «Танцы на колясках». «Подарите мне крылья». Ну, это разве вот некрасиво, когда просто наши ребята выступают, одевают костюмы, да. Есть у нас, значит, настольный теннис для слепых «Шоудаун». И впервые в нашей республике будет проходить первенство России в городе Салавате. И приезжают из 10, значит, субъектов нашей России ребятишки. Ну, вот знаете, просто у меня душа радуется тому, что мы делаем. Значит, мы помогаем, значит, мы нужны, значит, мы идем вперед и только вперед. Рима Акбердиновна, я надеюсь, что все наши планы воплотятся в жизнь. Спасибо большое за интереснейшую беседу. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был депутат Государственной Думы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.